звали Евдокия. Она была из тех тысяч солдатских матерей, проводивших на фронт своих сыновей. На ее долю выпало проводить на лихие дороги войны всех своих 6 сыновей, 6 плясунов-гармонистов из села Чупрова Ударского района. От порога ее дома ушли защищать родину Степан, Иван, Тимофей, Михаил, Федор, Василий. Раскидала их Россия-матушка по всем фронтам Второй мировой. Война навек нас юными оставила. Последний дом наш, братская могила. Губами остывавшими, усталыми, целуя землю, мы теряли силы. Земля родная понимала, видела, и теплая была для нас расстелена. Цветов пахучих, видимо-невидимо, цвело тем летом на полях расстрелянных. А вы наши носите фамилии, живет и наше дело вместе с вами. Для вас мы боги, вам, потомки милые, колосья ржи мы подаем руками. Теперь уже нас называют павшими. Кружит листва, гремят ручьи на склоне, но каждый стебель, что взойдет над пашнями, мы пропускаем сквозь свои ладони. Солдатам какая жизнь.
Немного осталось из тех, кто в боях прошли до Берлина полсвета. В мороз и в пургу, через горе и страх. Пусть вспомнят живые про это. Степан погиб в феврале 1944 года в Городищенском районе Сталинградской области. В Воронежской области за год до этого, в январе 1943 года, принял последний бой Иван. Тимофей в начале 1942 года пропал без вести. Слезы горечи сменились слезами радости, когда встретила Евдокия сыновей. Михаил, Василий и Федор вернулись в родное село. 5 лет они представляли этот день, когда умоют уставшее от долгой войны лицо, скинут годами не снимавшуюся одежду фронтовика и, наслаждаясь прохладой вашкинских вод, переплывут ее родную и любимую, а там малая родина, отцовский дом. Из Ударского района ушли на фронт 3500 человек, и 2500 из них не вернулись домой. Сегодня в каждом селе района стоят обелиски, как напоминание о славном подвиге нашего народа.
сердцу, такое, что жизнью моей не объять, и станет спокойно, и сладко, как в детстве, когда обнимала меня моя мать, и станет спокойно, и сладко, как в детстве, когда обнимала меня моя мать. Молитва святая слезами прольется, Христовой любовью исполнится грусть, и в это мгновенье душа прикоснется к великой вселенной. Кучам, яхтам, пергалам, ним конячам, кажечам, чипсан ясен чипсачам, гудок ясен няжечам, чужан муй удора, виджя сада юдора, яхтана щулана, коми мун кулана. Powiniemek, ta ja udor zamulem, uczyt garsz. Кофе, озер, проза, да поэзия. Гармонист, когда неволен, и баян его доволен, своим счастьем обуян, рассыпается баян, по деревне девок водит, про любовь рассказ заводит, будет сонные сады, разойдясь на все лады. Эх, люби, 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 свою юность не губи. За любовь иди в огонь, свое счастье не воронь. Мед блаженства пей до дна, жизнь одна, одна, одна. Просясь,
ваш казак-художник Владимир Худяков. Анималный ученый да поэт Альберт Ванеев Бутканыч. Михаил Скомороков, ваш казамаэстро. А Максим Данилов, заслуженный артист. Ха! А Галина Бутырева, Менжа, ваш кабинет. Глотовской, а я вечером кадриль. Dolina Kosan, Lövtüsesi yasanı, Tu solunus vežadis, Georgialis cor, vocea și decât mi, musa mor. Помни там кыч вочились, мыдла полын лев, Колыш вылса платья, вылысылын ры. Sandra, Sandra, nu-l pot duce. Pai, că chiu spuk tu la pe pământ. Zdukkežla, dasađ ludikosti samo. Na šta ti загадка? Пора! Зачем тут зайдут-то? Зачем губер буками муса минам удара данным?
Чечеки любит рам, де масканка попишу де скорші, у нарвине чори чалышем. Пара Боже вышла лесельона, ты выдвие чори чалышем. Сколько времени прошло, а этот лес помнит все. Ведь тайгу нашу, парную бескрайнюю, полюбило много национальностей. Пришли за лесом, а лес их влюбил в себя. С тех пор Удара – это большой, дружный дом для представителей более 60 национальностей. Я люблю тебя, Удара! Менсины яратам, Удара. Обичанте, Удара. Я люблю тебя, Удара. Yes, Сируманкес, Удара. Зазвуканзова, Удара! Я кохаю тебе, Удара. Мен сені, Удара, жақсы көремін. Елки юбеск, Удара. Гради татен, Удара!
муниципальных образований Республики Коми в городе Сыктывкаре на сцену приглашаются глава муниципального района Удовский, руководитель администрации муниципального района Удовский Николай Дмитриевич Жилин, глава муниципального образования городского округа Ухта, руководитель администрации муниципального образования городского округа Ухта Магомед Нурмагомедович Османов. Навертес. Я все лично нахожусь под впечатлением тайны загадочной Удары, восхитительного гала-концерта, который представили творческие коллективы Удовского района. Спасибо! Сегодня удовские творческие коллективы повторно доказали свою творческую профессиональность, доказали свое мастерство, умение показать то, что они умеют, и быть преданными зрителям. Ударе в первую очередь. Разрешите от вас, уважаемые зрители, объявить благодарность творческому коллективу муниципального района Удовский, авторам сценария, всем организаторам сегодняшнего мероприятия, театру оперы и балета за предоставленную сцену. Спасибо всем! Добрый вечер, дорогие друзья. Вы знаете, я неоднократно, очень много раз бывал на Ударе, был наслышан про таланты, но то, что увидел сегодня, вот эти 1,5 часа, которые прошли, как буквально 5 минут. Ну и особенно, когда вот раздалась лезгинка, я вот там еле усидел, сейчас выскочить там все огромное спасибо всем тем низким поклон, кто сегодня подарил нам такую радость. Действительно, низкий вам поклон. Спасибо большое. Уважаемый Магомед Нурмагомедович, в знак нашей благодарности городскому округу Ухта примите подарок от муниципального района Удовский, нашу ударскую даму, женщину-ударяночку. Она живая? Живая. Честно говоря, конечно, до такой степени под впечатлением, что хотел сказать, все вылетело с головы, но я прочитаю, если вы не обижаете. И для меня большая честь принять сегодня этот символ Дней культуры и муниципальных образований Коми, фестиваля, который проходит в честь знаменательного события, столетнего юбилея нашей прекрасной республики. Уже 19 городов и районов показали свою красоту, самобытность через культуру. Мне особенно приятно принять эстафету от Удовского района, края песен и удивительного фольклора, края народных промыслов и ремесел. Ухта – родина первой российской нефти. Она стала финальным муниципалитетом, который покажет свои достижения и таланты. Жемчужина севера – промышленный, многонациональный, молодой город, которому есть чем гордиться, в том числе и в культурной сфере. У нас высокий уровень школ искусств, огромный музейный библиотечный фонд, яркие творческие коллективы. Но в связи с этой ситуацией, которая сегодня у нас происходит, и в связи с тем, что у нас огромное количество людей, более 200 человек должны были принять в этом участие, мы не сможем выехать для показа нашего гала-концерта, но мы вас всех приглашаем в Ухту, оно будет действительно онлайн-трансляция, поэтому добро пожаловать к нам. Является родина первой российской нефти, Николай Дмитриевич. У вас ее нет, но мы вам привезли чуть-чуть ее нефть. Я думаю, что она для вас будет каким-то таким вот началом того, что где-нибудь вас тоже найдут. Спасибо!
помощь Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, оператора республиканского проекта Дней культуры муниципальных образований Республики Коми в городе Сыктывкаре, Центр народного творчества и повышения квалификации, Национальный музей Республики Коми, Дом дружбы народов Республики Коми, Национальную библиотеку Республики Коми, Академический театр драмы имени Виктора Савина. Цветы участникам Дней культуры муниципального района Одерский от главы республики Владимира Викторовича Уйба. Вот так дружно мы живем и трудимся в краю с богатой многовековой историей и древними традициями. В краю шумящих лесов и необыкновенной красоты озер. В краю седой старины, знавшей множество выдающихся людей, воспевших и прославивших свою землю. В краю, в котором по сей день хранятся тайны загадочной Одеры. Сколько еще стоит распознать и перенять от удивительных людей. Ведь даже те, кто знает о существовании тайн, все равно молчат. А нашей любимой республике мы желаем благополучия и процветания!